Я вже сказав. Молдаван, ти з коляскою. В каком районе? Также Яндушка. Можно давайте мы общаться. Аль, он просто считает, он... Annede de yok bir şurada bir şey yok. Дорогие друзья, мы находимся в Кавказ. Я Николай Шкарасян, зампредседателя Национального собрания Грузии. У этого был Кавказ, а это молодая смена его. Мэр, и он сегодня у него в гостях. И дальше Ну что ж, вы должны задерживать мы сразу пройдем в Дом культуры. И через Дом культуры, через Дом культуры, где вода солдат, вот водичку, здесь нельзя находиться. Но основная масса населения гагаузская. Русские у нас есть в селе 5 школ, из них 2 лицея. Молдо-турецкий лицей, в котором дети обучаются, изучают предметы на английском языке. Да. Kongra'da hoş geldiniz. Kongra'daki nüfusun %95 Gagavuz'dur. Kongra'da 2 tane lise var. Birisi Molda Türk Lisesi, Süleyman Demirel Lisesi, bir tanesi de Rus Lisesi. В Кангазе, кроме 5 школ, имеется 5 детских садиков. Общее количество детей, которые учатся, 3280 человек. 3000 küsur çocuklar kreşe gidiyor. Преподавание в основном в школах у нас идет на русском языке, кроме молдо-турецкого. Eğitimimiz Rusça ama Molda Türk Lisesi'nde. Но во всех школах у нас преподается гагаузский язык, начиная с 0 по 12, и государственный язык, молдавский язык. Bütün okullarda aynı zamanda Gagavuzca eğitim, Gagavuz dili dersi var ve devlet dili, Amen dili dersi var. Типу культуре и вида. Вот в этом здании, в этом доме, в Дворце культуры, в котором вы находитесь, ну, после развала Советского Союза, в течение 10 лет, Дворец культуры превратился в сарай. Крыша протекала, вся эта лепка упала, и только 5 лет назад
Дом культуры реставрировали. Тогда примаром села был уважаемый зампредседатель Народного собрания Демьян Николаевич Карасини. Было вложено более 3 миллионов рублей. Вот вы здесь в зале, аппаратура соответствующая. Пройдемте в другой зал тоже, посмотрите, что могут делать людские ruki. Söğütler Birliği aldıktan sonra burası bakımsız hale gelmiş ve neredeyse ahır haline gelmiş. Ama 5 sene önce restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra bugünkü hali oluyor. 3 milyon liradan fazla da yatırılmış restorasyon çalışmaları. В Доме культуры у нас имеются множество кружков, секций, где занимаются наши люди. Это эстрадный коллектив, коллектив народной muziki, духовой оркестр, театральный кружок и многие другие. Türevinde ayrıca halk dansı çalışmaları yapılmaktadır, resim çalışmaları, orkestra çalışmaları halinde çalışmalar yapılmaktadır. Ну вот, коротко, говорить о том, что в Кангазе на что у нас делается, ну, в основном у нас люди занимаются земледелием. Это виноградники, сады, бакча, ну и все остальное тоже брать. Çiftçilikle uğraşılıyor, işte bağcılık, Ну а теперь, если ко мне есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. А если нет, поднимите в зал, где будут проходить. Да, в свое время она входила, как бы, так называемую книгу рекордов. У нас проживало более 15 тысяч населения. Сейчас проживает 13 тысяч. daha önce 15 bin Село, статус нашего населенного пункта село, но однако год назад решение местного совета мы просили придать нашему населенному пункту статус города. Это решение получило одобрение местным советом и Народным собранием Грузии. Однако парламент республики не утвердил наше. Kovnaz şu anda А какой смысл Можно я брать переведу? город? Какой? şu anda köy tesirlisi ama yerel meclis Во-первых, şehre çevirme kararı almış. Bağımlı'da. да, 2 года. 2 sene önce şehre çevirme kararı almış yerel meclis. Aynı zamanda Gagavuzya Meclisi de bu kararı varıyor, onaylıyor ama Moldova parlamentosunda onaylanmıyor, geçmiyor. Значит, я объясняю почему. Дело в том, что любой город Молдовы, он получает гораздо больше инвестиций, чем села. Даже если по благоустройству, в год у нас закладывается в бюджете 70 тысяч лей. 70 тысяч лей – это 5 тысяч долларов. Город закладывает миллион, а то и 2 миллиона. Это маленький пример. А так, в принципе, конечно, это другое развитие. Şimdi normalde Moldova'da şehirlere daha çok para veriliyor merkezi bütçeden. İşte yolları düzenlemek için. Köylere 5 bin dolar değil, işte şehirlere 1 milyon liradan fazla. Но, наверное, тогда участки будут меньше по площади выдаваться. Нет. И, наверное, будут у сельских жителей, наверное, льготы есть какие-то на оплату за коммунальные. Да, я понял. Значит, льготы есть определенные у сельских жителей. Ну, например, налог на землю увеличился, например, с одного хозяина на 1 лей. 1 лей это не столь важно. İnsanlara ne gibi yarar olacak soru? А скажите, вот самое большое село в Европе, может этот статус европейского уровня откуда-то напрямую? Статус есть, денег нет. Все долго это уже статус 10-15 лет. У нас было 16 тысяч населения, осталось 13. Через год останется еще меньше, а развития никакого. Вы знаете, это все бумага. А вот вопрос такой, вот сказали 3 миллиона лей сюда. А эти деньги были собраны населением или это бюджетные? Это бюджетные. Это бюджетные деньги, но в основном деньги со своих счетов, имеется в виду примария, то, что собственные средства, налоги собирались, кто-то еще налоги дополнительно давал, там, винзавод, например, и так далее. То есть это не какие-то отдельно взятые финансы выделены для ремонта Дома культуры. А это общие деньги, которые получало бюджет государства. У людей денег не собирали. Скажите, пожалуйста, какие... Скажите, пожалуйста, какие производства у вас работают здесь?
Производство у нас есть фабрика швейная с турецким капиталом. Там Giyim fabrikası var. турецкие бизнесмены построили фабрику, там работает около 600 человек. Да. Нет, нет. Еще раз, видимо, А земля это поделена, это земля поделена, и земля и находится в частной собственности, поделена на квоты каждому жителю. По 1,5 гектара. Гектар 53 соток. 15 dönüm. Бюджетная сфера, педагоги, они имеют по полквоты, там где-то 70 соток. Öğretmenler. А, у нас по штату 16 человек, но у нас больше привлеченных было 30. 16 olması gerekiyor ama biz 30 kişi. А кроме фабрики еще что-то? Кроме швейной фабрики, Giyim fabrikası. что у нас есть производство? Винзавод есть. Винзавод есть. Есть много помельче предприятий, мебельные фабрики, несколько Fabrikalar, atölye tarzı. такие вот, что еще таких вот предприятий крупных как таковых нет. В основном сельское хозяйство. Fabrika falan. Genellikle hep çiftçilik. На Ağırlık 13 тысяч населения фабрика на 600 метров. Ну, к сожалению. Это, в принципе, хорошо. Да, но это хорошо, но, к сожалению, только одно предприятие. Если бы была бы какая-то перерабатывающая промышленность, было бы легче. konserve zavоdu. В свое время, в советское время был построен консервный цех при колхозе. Но после развала Советского Союза он прекратил свое функционирование. Konserve fabrikası bir şey. Сегодня на огромных площадях, которые имеются в Кангасе, Бельские сады в основном, сливы очень много, все уносится, где-то перерабатывается, здесь на месте нет. Şeftali, erik tarzı meyveler genellikle götürülüyor. Мы ищем варианты, мы ищем инвесторов. Может, Сталина были предложения, с Латвии были предложения построить перерабатывающий какой-то комплекс. Корпус кого? Ладно, что? Олег Федорович, где он? В чем дело? Почему людей не угостили арбузом? Арбуз, виноградная проблема, а арбуз много есть. Gelip de yatırım yapacak falan var. Вы знаете, с персиком мы уточним, но немножко поздновато. Ya investisi какие у вас условия? Что вы имеете? Мы представляем, если у нас появится инвестор, мы даем ему бессрочно землю. Да, то есть, чтобы он мог. Yatırımcı bulursa diyor, süresiz kiraya verebiliriz burada. Toprağı. Fabrika için toprak verebiliriz. Что? Да, конечно. Это в основном зерновые, пшеница, ячмень. В этом году средний урожай по Кангазу 22-23 центнера. А? Это низкий, но, к сожалению, понимаете, обилие даже, погодные условия были нормальные. Но как раз во время уборки пошли дожди, причем неделями дожди. Люди не смогли, очень большие потери. Местами вообще до 50%. Знаете, дождь, отсутствие дождя плохо, в большом количестве тоже. Пшеница на экспорт? Да, в этом году хорошая пшеница, и людям, все, кто имеет землю, все получают по квоте определенные запланированные, то есть договорные условия предприятия выполняют. Например, 400 килограмм пшеницы на квоту. Все они получают. А остальное уже предприниматель, который вырастил, по своему усмотрению. Да, он есть. Да, но экспортом не занимаются местные производители. Для этого есть крупные фирмы-монополисты, которые собирают по ценам, которые их устраивают. Сейчас очень модная культура рапс, которая в большом количестве. А что, у вас ограничений нет по Если попал международный контекст, да, там чтобы... Вы знаете, если нельзя, но очень хочется, то можно. А все это выгодное? Она выгодная, потому что сегодня она рентабельная, понимаете?
нас не было 5-6 лет, табак не производили. В этом году у нас 5 предприятий. Все заложили по 5 сельхозпредприятий. Ну и вот они заложили по 30, по 35 гектаров табака. Вот если вы проезжаете, видели, да? Почему? Рапс это мелкая такая, не. Вот в этом году всем табак. С него делают рапсовое масло там и так далее. Так, табак, потому что он рентабельный, за него хорошие деньги люди получают. Но у нас осталось очень мало людей, нет рабочей силы. А там у вас кто работает на табаке? Женщины и дети, к сожалению. Мы понимаем, что детям нельзя работать на табаке. Но я же не могу заставить руководителя, если даже не то, что руководитель, а родители берут с собой детей и зарабатывают на этом какие-то деньги. Животноводство как таковое только в домашних, да, другого животноводства. У нас есть предприятие, да, я забыл еще одно предприятие, у нас есть хорошее предприятие, колбасное производство. Да, есть колбасное. Вот это, да, это предприятие имеет свое хозяйство. Овец, коров. Да. Ну, птицу держат. В основном люди, женщины уезжают в Турцию, мужчины в Россию. Увы. Знаете, ну а что делать? Вы понимаете, что острая необходимость кормить детей и себя заставляет людей сниматься с своих обхоженных домов и уезжать за границу. Но есть уже определенная категория людей, которые настолько привыкли, что просто по-другому жить не могут. Иметь второго ребенка. У нас второй или третий ребенок – это не то, что стимул, это уже большие проблемы. А вы, головные села, не продумываете какие программы? Знаете, сегодня я хочу вам сказать следующую программу. Наша сегодня, вот моя задача, да? Обеспечить каждого жителя села качественной водой. Я что имею, если у меня появляются какие-то деньги, я вкладываю их в водопровод, в землю. Других проблем, я и дороги оставляю, все остальное. Водопровод. У нас 300 домов. Ну, как не имею? Вода привозная. Есть цистерны, которые возят, да. Колодца, которые имеются в Кангазе, это колодцы, которые имеются в Кангазе, вот на уровне грунтовых, да, из 300 колодцев только в одном колодце вода пригодна для употребления. Ой. Внимание, невеста. Многоразовые, что ли? Я многоразовая, что ли? Здесь родители вообще-то сидят. Дима! Вчера интересная сцена. Ну, короче, так, снимайте на видео. Вы тут Не, я уже так снимала. если вы вас спросите, то мы опасности. Evet, satranç oynayacak var mı birileri? Burası
Ти родителі сидять? Це транш. Дома. Burada dokunuyor. Мат приходит. Все уже мат. Ты увлекался нажимать, а не было. Свет, может, а что, не умеете? Такая проблема. А я что, Нет, подожди. Если вот здесь стоит... Ты где пропала? Я бы их могла. Иван, как вам удобно ко мне обратиться? Или просто Иван Сергеевич? Вот. Значит, по благословению владыки Анатолия я назначен сюда на послушание, я несу послушание настоятеля этого храма. Вот. И хотел бы пару словечков так вам объяснить, ну как объяснить, вообще-то рассказать, лучше так сказать, рассказать историю нашего храма. Я приехал сюда 7 лет тому назад. Мы с Демьяном Николаевичем начали здесь работу вместе, просвещение здесь. Ну, были здесь проблемы многие. Так что вот мы вдвоем с Демьяном Николаевичем начали здесь. Я служить Богу, а он служить народу. Вот совместный такой у нас крест. Да, совпалось нам вместе вот нести этот крест для блага народа, как так сказать. Значит, что я хотел вам рассказать. Храм наш православный, мы находимся под юрисдикцией Московского патриархата, значит, митрополии Молдовы, Московского патриархата и епархия Кагульская, Камрадская. Владыка Анатолий у нас приезжает на Пасху, когда приезжает, служит у нас. Им очень здесь нравится, потому что скоплений здесь очень много скоплений православных христиан на молитву приходят. Наш храм был основан, вот этот, который вы видите, значит, был основан в 1879 году. Был поставлен первый камень. Были инженеры с Бендеры и с Измаила. На иждивении христиан, здесь людей, которые они жили в этом селе. Храм построен на каменном фундаменте и сам тоже построен из камня, но стены у него построены так, что имеет очень хорошую, как пенопласт ставят, да? Изоляцию, да, хорошую изоляцию. Я до сих пор не знал, когда установил кондиционеры в алтаре, оказывается, что там вот мы пробили это и посмотрели, оттуда течет, текло эта земля сухая. Так что очень думали наши предки о том, чтобы и был теплый, и прохладный. Вот так. Значит, храм мы тоже совместно с Демьяном Николаевичем, как пришли здесь, он старенький был уже, дул один ветер, там крест упал. Тот священник, который раньше был здесь, не очень-то присмотрел, у него были другие проблемы. Вот. Упал крест. Но что интересно, Господь дал нам
знать о том, что он упал, то, что он упал, это он упал, но он не упал на землю. Он как-то Господь вот так сделал, что он упал там на дерево, есть орех там. Вот он там на орехе это и повисел. Вот этот крест? Не-не. Сзади. Купола мы поменяли. Сейчас нержавейка опыленная золотом это. Такое вот сделали. Да. И в этом году нашли одного благотворителя, тоже с нашего села. Здесь он родился. Он сейчас работает в Магадане, далекую от нас, можно сказать, страну, далекая земля. Но он соизволил, чтобы помочь нашему храму, и мы покрыли его медью. Такого храма здесь, на юге Молдовы, такого нет. Раньше, в 1828 году, вот если вы видите там вот такой, как вам сказать, огорожение вот с правой стороны. Он памятник такой маленький там, часов. Ну, он может не вставать часов, но там был прежний храм, значит, там находился алтарь прежнего храма, который был тоже построен на фундаменте каменном, но деревянный храм. И так как здесь уже, вы знаете, в 1828 году построен. Село, это самое большое село в Европе, оно было в мире, но американцы нас опередили. Какое-то село из Америки там стало большим селом. Но я статистику так знаю, по статистике, что село наше самое большое. Там был храм вот сооружен. Здесь служили греки. Значит, у нас приезжали и служили греки. У нас и остались эти однофамильцы, может даже их родственники вот этих греков, Николаевых. Вот. Здесь у нас с правой стороны, там возле алтаря, похоронен батюшка. Значит, отец Матфей, он учился со Сталин в семинарии. Были времена, вы знаете, какие, значит. Здесь чуть-чуть не хотели закрыть храм, но благодаря отцу Матфею, вот он созванивался или поехал туда, об этом мне неизвестно. Как говорит, история об этом умалчивает. Но благодаря ему усердию храм у нас никогда не закрывался. Вот что вы видите здесь. Это дом тоже старый дом, построен тоже еще со времен церкви, значит, стены у него водопросит, значит, есть как бы очень толстые, где-то на 85 сантиметров. Это был дом для священников. Значит, в Кангазе, когда служило 4 священника, у нас есть, значит, история, в 1853 году. И даже вот здесь село Борчак есть недалеко от нас. Значит, служили тоже священники отсюда туда. Тоже. Давайте лучше зайдем в храм. При немцах не закрывался храм? Нет. Здесь, значит, во время войны ни одного места. Ни одна церковь была не закрыта при немцах. Камати была закрыта, Бешалма была закрыта. Единственная церковь, которая от Чемишли до... Значит, Кангаз здесь служили в Болграде, Колебаш, южное село есть, которое никогда не закрывались церкви, и Филиппины. Батюшка, вопрос есть. Да. Служба проводится на каком языке? Гагаузском? Значит, служба проводится и на гагаузском, и на русском, и на молдавском. Учитель, на одной службе все три языка используют? Да. По очереди? Но в основном русско-славянское. Здесь потому что население на русско-славянском. Учитель, Вы сами родом? Я вам скажу, я сам, мои предки казаки донские. У вас говор не здешний какой? Не, я сам молдаван. Но мои предки казаки донские и хохлы, украинцы. Моя фамилия Лесниченко, вот так что от бабушки уже как перешло. Сам родился молдаванином, а оказался служил в Гагаузии. Вот видите, а как если предки у вас донские казаки и украинские казаки, вы молдаван? Ну вот видите, так получилось. Это надо спросить. Не, это просто у узбекского ребенка в Узбекистане спрашивают. Ты кто? Я русский. Мама кто? Узбек. Папа кто? Узбек. А ты кто? Я русский. Да. В советские времена было, да? Я думаю, что это не имеет никакого значения. Значит, говорит апостол Павел, что нету больше ни эллина, ни еврея,
ни молдавана, ни украинца, ни русского. Все мы перед Богом христиане, да, которые мы, люди, ходим под Богом, должны Бога славить, должны молиться Богу, благодарить Бога. Переведена Библия на гагаузском, но вы знаете, не дам соврать, я сам гагаузский не очень так велерен. Ага. Вот Дамьян Николаевич, значит, были переведены не раз Библия на гагаузском, но так как гагаузский язык, он очень такой бедный, у него не хватает слов просто выразиться. Вот. Поэтому нельзя просто саму Библию переводить в точности на это гагаузском. Но есть Библия, есть старая, вот у нас был протоиерей, да, Михаил Чекир, который перевел. Он перевел даже службу, перевел на гагаузском языке, многие даже молитвы на гагаузском языке. Ну вот я сам не гагауз, потому что я так просто сейчас изучиваю историю гагауза, изучиваю там эту культуру гагаузов, то я с слов других батюшек, которые они уже коренные здесь, услышал так. Гагаузы как приняли христианство? От кого они приняли веру Христа? Ну, Адам же был гагаузом первым. Адам был чувашом, Эдем. Эдем значит человек. Эдем. Шучу, я чуть-чуть. Знаете, ну я тоже пошутил. Простите меня. А батюшка был благословляет. Ева, наверное, была чувак. Бог благословит. Во имя Отца и Сына и Святаго. Ничего. Это натуральная краска или химическая? Вообще не знаю, неудобно. Вот когда я приехал, Дамьян Николаевич установили эту плитку здесь, построили этот дом, потому что здесь вообще, ну как, страшное дело было. Построили этот колодец, заново все вот это строили. Потом потихонечку начали развиваться. Значит, длину имеет 32 метра, ширину 22. Помещается, раньше так говорили, не человеки, не люди. 30 лет назад сделали вот маленький такой икон, который самые такие названные, но своим пришествием, наверное, так Бог мне поставил на плакат. У нас село сухие, как это, ломаются от дерева и падают. Ветки, сухие ветки повсюду есть. Ну, повсюду. Но здесь, в селе, вот как служили священники, это самое такое насыщенное село, которое имеет очень много обычаев. Вот больше служба идет меньше, чем идет причастие. Вот 20 часа причастия. Нуждаемся еще во многом, но потихонечку. Вот. Вот на этом месте здесь вместо этой иконы находилась та икона, которую нас украли. Так, мы потом заказали икону красивую из Почаевской лавры, которая находится в Кременец-Подольск на Украине, близ Кременца туда. Значит, вот заказали, привезли эту икону на месте, как бы покровительница Божья Матерь, все равно, что она должна быть на месте. Да, и везде, и покрывать нас от всего это самое. Вот. И вот в прошлом году мы купили новые паникадилы. Поли-кадилу. Это поле означается много, а кадила это означает свечка, где зажигается свечка. Это обозначается как небо, а каждая свеча как святой, который как звезды горят на небе, так и... Да. Не, у нас вот лампочки только наверху, а здесь вот свечки. Староста нам, дядя Миша, говорил, зачем нам платить, чтобы деньги ушли с церкви, пускай они придут сюда лучше. Да.
Ну, жертвуем, вот мы сейчас вот недавно даже вот эти маленькие, здесь были старенькие такие, вот эти столы, вот сейчас сделали новые, поменяли. Иконостас у нас тоже, как церковь так сделать, так вот натуральный. Когда приехал, кто-то мне сказал, давайте поменяй, сделать хрусталь. Я говорю, зачем хрусталь? Чтобы люди пришли и сорвали оттуда по одному хрусталику, что ли? Я говорю, не надо, пускай будет такой оригинальный, деревянный какой есть такой. Просто мы его чуть-чуть сделали, подзолотили, покрасили, что добавим, что не было у него, там было снято вот это все. Да, но это комфортно. Скамейки занесли еще? Сказать, посетители наших лицеев, это так неожиданно. Что я хочу сказать? Наш лицей был создан в 1999 году, мы уже 11 лет существуем. Этот лицей был открыт... Я перевожу автоматически, мы тоже думаем. Ну, параллельно, чтобы успевали. Все понимают, да, как бы кому надо, мы сразу синхронный перевод. Этот лицей был открыт на основании договора Министерства образования города Кишинев, то есть Молдовы, и Министерства образования Турции, Анкара. Мы существуем уже 11 лет. В нашем лицее обучаются дети разных национальностей, разных населенных пунктов. То есть обучаются девочки и мальчики. Что касается турецких учебных заведений, то там в основном только мальчики учатся в таких лицеях, а у нас и девочки, и мальчики. Этот лицей государственный, дети обучаются бесплатно, по сравнению с педагогическим лицеем частным, да. У нас бесплатно. То есть у нас работают педагоги как с турецкой стороны, так и с молдавской стороны. У нас лицей индивидуальный. Почему? Потому что дети обучаются на английском языке. То есть некоторые предметы по договору, математика, химия, физика, биология читаются на английском языке. Для того, чтобы эти предметы читались на английском языке, у нас идет углубленное изучение английского языка и турецкого языков. То есть 8 и 9 классы мы набираем учащихся, которые готовим для лицейского образования. То есть эти дети углубленно изучают английский язык 8 часов в неделю, по сравнению с другими лицеями, где только 3 часа. Турецкий язык идет как иностранный язык у нас, и читается этот язык во всех классах, то есть 8, 9, 10, 11, 12. Мы сдаем в конце обучения лицейского экзамен по турецкому языку. Также мы обучаем детей и на других языках, то есть английский идет углубленно, это как стандарт, турецкий язык идет как иностранный язык, дальше молдавский язык идет как молдавский язык, русский язык идет как русский язык, а остальные предметы, которые 4 предмета я перечислила на английском, а остальные предметы читаются на русском. Результаты очень прекрасны, то есть 7,8, около 8 баллов средний балл всех учащихся, это результаты прекрасны. Не от того, что я хвалюсь, это действительно есть. Есть у нас представитель управления образования, да. Дети, скажем так, с удовольствием идут к нам в лицей, и на это есть, скажем, причины. Одно, что мы здесь работаем с ними очень строго. Вы знаете, что в последнее время родители
очень большую проблему имеют, скажем, при воспитании своих детей, да? Да. И поэтому я что хочу сказать, что малокомплектные лицеи все-таки оправдывают себя. У нас 200 учеников, и они у нас как на ладони. И каждый шаг, каждое эти нарушения сразу, так сказать, мы видим, пресекаем. И это, знаете, из года в год я вот поняла, что родителям это нравится. Да, коллективу приходится очень много сил тратить на это, но мы перевоспитываем, ломаем то, что дети имели как бы до сих пор, и в течение 5 лет мы имеем кучу благодарности со стороны детей, со стороны родителей. И тут у нас есть Дима, выпускник наш, в прошлом году закончил 12 классов, обучается теперь уже в Турции. Я ему тоже предоставлю слово, и он как ученик скажет немножко тоже о лицее. Я хочу предоставить слово нашему Меджидбею, пусть он скажет пару слов о лицее. İbrahim birkaç laf söyledi лице için. Burada var sizin Türk arkadaşlar da sesli sinirler. Ben kongreyi görmüştüm. Kongre filmlarda ilanını asmışlardı. Tarih yazmışlar sadece, yer ve saat yazmamışlardı. O yüzden ben de katılmayı düşünüyordum ama dün sanırım, dün 10.30'da. Добро пожаловать, уважаемые гости. Он сказал, что я видел объявление про конгресс, но, к сожалению, там времени не написано было. Я тоже присоединился к вам. Уважаемый конгресс, Dün 10.30'da dediler. Bu kongre üçüncü oturum burada olacak. Saat 3'te. Primaya, Hepiniz hoş geldiniz. Burası Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti'nin ortak bir okulu. Türk dünyasına hizmet eden bir genel müdürlüğe bağlıyız biz Türkiye'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde. Этот лицей, в принципе, вам уже дали сказать, что этот лицей основан из турецкой и молдавской стороны, и связаны они с руководством Турции, которое отвечает за весь тюркский мир. Yani bizim bu okulun eşleri de diyebiliriz. Azerbaycan'da, Türkistan'da, Türkmenistan'da, ayrıca diğer Kazakistan'da, oralarda da aynı şekilde okullar. Точно такие же государственные турецкие лицеи есть и в других странах, в частности Казахстан, Туркменистан и другие. Burada da 10 Türkiye'den 10 öğretmen arkadaşla birlikte Gagavuz halkına hizmet Bize vermek. 12 demişler. 12 Bu yıl değişti. С этого года уже 10 учителей из Турции остались тут. Gagavuz ve Türk dünyasının yakınlaşmasına, işbirliğinin artmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı da oluruz. Мы призваны улучшить отношения между гагаузами и всем тюркским миром. Tekrar hoş geldiniz Gagavuz'a. Добро пожаловать, я очень рад. 4 года здесь, и ни о чем не жалею, что я здесь обучался, можно я постою, да? Правильно, на стульчик. 4 года административные, 3 года потом общий, да, реальный профиль. Честно говоря, я очень рад, что закончил этот лицей. Также это помогло мне поступить в Турцию, да, где я сейчас учусь, да, поступил в Анкара университет. Факультет связи обществом, вот это все, рекламодация, маркетинг, да. Так могу, как-то с турецкого трудно перевести. И если честно, у меня есть шанс и заново сказать вот этим людям, которые всегда меня встречают здесь, вот с теплым приемом, да, с горячей улыбкой, вот, и говорю им спасибо, да. И скажу, что этот лицей, да, один из самых классных лицеев в Молдове, да. По крайней мере, я учился в одном из лицеев Молдовы, поэтому я не говорю, он классный, да. Вот, спасибо. Могу сказать это на турецком, если... Если как ты красиво говоришь на турецком. И на английском тоже, английском. Рекламу я себе не делаю, но... Я как представитель, я знаю, что он хорошо. Bu tür lisesinde ben 4 sene okudum, bir sene hazırlık yaptım, sonra 3 sene okudum yani matematik. Sonra Türkiye'yi kazandım. Müdürün yardımını
ve diğer öğretmenlerin yardımını kazanınca ki orada da bir sene hazırlık yaptım. Şu an Ankara Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü kazandım. О, здание? Hep çuvaş, hep sana yuratıp. Вот. Забрали вы нашего, да? Где можно? И лучше всего надо смотреть на этот аппарат. Наоборот. Сергея, Да. Есть записи. Это хозяйка этого медные сестры. Очень рада видеть таких прекрасных, дорогих гостей в нашем ресторане. Надеемся, что уют, тепло, умение наших, людей нашего коллектива обрадует наших гостей. Они будут довольны. Так тепло дойдет до их сердец. Спасибо. Чтобы я вам не мешала. Директор цейки у нас не звертався шаг ресторанда шведензене, шаг ресторана тарагансене, ырлық сырлық теле барып нарсунаттар үйлеміренде шағында, тағанда, егер тағанда, уйектерді тағында ішке шегеттері шағында бізіне биде бұзық салам. Мы хотим поблагодарить хозяев за то, что так вкусно накормили нас и тепло встретили. И хотим мы, конечно, поблагодарить вас нашими национальными песнями и танцами. Спасибо.
Evet sevgili delegeler, Türk dünyası gençleri olarak Dünya Türk Gençler Birliği ile Uluslararası Umut Derneği'nin ortaklaşa düzenlenmiş olduğu Türk Halkları Kongresi'nin 3. oturumunu Kongas Köyü'nde yapmaktayız. Уважаемые делегаты, мы приветствуем вас на третьем заседании Конгресса, который организовал Союз тюркской молодежи и Международная организация УМУТ. Programımızda bazı değişiklikler oldu. Bu oturumuzu sabah yapmamız gerekirken belediye başkanı bize yapmış olduğu geziyi öne aldı. Ve 3. oturumuzu şimdi açıyoruz. Мы произвели маленькие изменения в нашей программе. Примария города, села Кангас внесла некоторые изменения, и экскурсия по Кангазу была раньше, чем заседание. Oturumumuzun gündemini sizlere arz etmek istedim. Bu gündemin içerisinde sıralanan konular hakkında oturumumuzu yapacağız. Тема сегодняшнего заседания. Gündemimizin birinci maddesi Gagavuzya özel bölgesi ile ilgili bize hanımefendi Rus ve Türkçe olarak 20 dakikalık bir briefing verecektir. Первая тема это уважаемая Ольга Константиновна расскажет про Гагаузию, минут 20. İkinci gündem konumuz ise Türk Halkları Kongresi'nin geleceğiyle ilgili tartışmalar olacaktır. Вторая тема про Конгресс тюркских народов насчет будущего. Üçüncü gündem maddemiz ise Dünya Türk Gençler Birliği'nin internet web sitesinin açılması ve sizlere arz edip görüşlerinizi alacağım. Третья тема это открыть веб-сайт Союза тюркской молодежи и по этой теме ваши взгляды, ваше мнение. Diğer bir konu maddesi ise Dünya Türk Gençler Birliği'nin önümüzdeki kurultayı, daha doğrusu Kazakistan, Kıbrıs, Nahçıvan, Azerbaycan vardı. Ancak zannedersem Kazakistan ortadan çıktı. Şu anda Kıbrıs, Nahçıvan, Azerbaycan, bu üç ülkenin içerisinde yapılmasını tartışacağız. Следующая тема – это следующий конгресс Союза тюркской молодежи, где провести. Сначала планировалось выбирать между Казахстаном, Нахчиваном и Кипром Северным,
Но на данный момент остались только две страны, Нахчиван и Северный Кипр. Нахчиван это район Азербайджана. Bugünkü oturumumuzun son maddesi ise Türk Şartları Kongresi'nin sonuç bildirgesi olacaktır. Sonuç bildirgesinde 2 sayfa her ülke kendisiyle ilgili 2 paragraf bir yazı verecektir bize. İster Rus olsun, ister Türk olsun. Biz onu sonuç bildirgesiyle basın toplantısında ilan edeceğiz. И последнее, мы попросим каждую страну, то есть каждого президента делегации предоставить нам декларацию про свою страну, около 2 страниц, пожалуйста. Zannedersem 25 madde ancak zamanımız olur. Sonuç bildirgesini bugün bitirmesen yarın Kıpçak'ta son oturumda inşallah onu bitiririz ama şimdiden hazırlıklı olan herkes kendi ülkesiyle ilgili kısa da olsa sonuç bilgilerisine girecek olan maddeleri veya bilgileri bize versinler. Rafet Bey'e de verebilir, bize de verebilir. Önemli olan divana getirsin. Можно вопрос? Это в письменной форме, да? Yazılı olarak daha iyi olur. Tabii yazılı olarak. Письменной форме. Для сайта. Ну, для сайта и для отчета о Конгрессе. Şimdi biz 3 günden beri, aslında biz bir haftadan beri Gagavuz yerindeyiz. Kongas, Konrad, Kıpçak'ı dolaştık. Gerçekten de bize yakın olmayan ve bizim bilgimiz dahilinde olmayan bazı bilgileri elde ettik. Ancak bu bilgilere daha bilimsel, akademik olarak tanık olmamız için ben ilk sözü Olga Radova hanımefendiye vereceğim. Moldova Bilimler Akademisi'nde. Мы уже целый день находимся в Гагаузии и уже 3 дня как узнали об Камрате, о Кангазе, о Копчаке. И более подробную информацию, более научную информацию нам предоставит Ольга Константиновна Радова. Buyursunlar. Çok saygılı kongreye katılan misafirler. Ben sizlerim hani siz geldiniz Gagavuzya benim doğma köyüme. Ve gördünüz Avrupa'nın en büyük köyünün yerinde Türkler yaşıyorlar, Gagavuzlar yaşıyorlar. Kimler iyi zamanlardan beri kendi kültürlerini canlı olarak doğmuşlar, kendi dillerini, kendi ayetlerini. Ben de Moldova Bilimler Akademisi'nde çalışarak oldu 20 seneden fazla çok araştırıyorum Gagavuzların tarihini, Rusya historiasını, yerleşim yerlerini, kültür mirasına ilgili sorular. Ve şimdi çalışacağım benim açıklamalarıma göre kısadan tanıtma sizi bizim historiamızın yola neler gösterdi bu araştırmalar. Yazılar çok ama zaman çok anlamlılığını kısadan size anlatacağım. Şimdi Gagavuzların evvelki etnik tarihi. Gagavuzların evvelki etnik tarihi ve onların Bucak'ta ve Güneydoğu Avrupa'nın diğer tarihsel bölgelerinde yerleşim yerleri o migrasyon proseslerinden bağlı açan Gagavuzların dedelerinin bir kısmı Orta Asya'dan çıkıp Boğaz'daki Karadeniz'in boyunda bulunan kırlardan geçip Güneydoğu Avrupa'da yaşamaya yerleşmişler. Gagavuzların dedeleri 7. 11. yüzyıllarda Balkanlarda yaşamaya geçmişler. Balkan yolunda onlar Bucak'ta da yerleşmişler. Gagavuzlar Güneydoğu Avrupa'da artık bir bağımsız etnos, Gagavuz gibi oluştuktan sonra bir kısmı Balkanlardan diğeri Basarabya'nın güney tarafına Bucak'a göç ediyorlar ve oradaki yerli Gagavuzlarla ve diğer etnosların içinde yerleşiyorlar. Gagavuzların soy köklerine çeşitli Türk boyları gelmişler. Ve kültürlerine komşu yaşayan milletlerden de elementler katılmışlar. Onların dedeleri
asırlar boyunca Asya'da, Güneydoğu Avrupa'da çeşitli milletlerle buluşuk olarak yaşamışlardı. Ama Gagavuzlar bir etnos olarak Güneydoğu Avrupa'da oluştular. Bugün bilimsel bilgiler gösteriyor ki Gagavuzlar kültürlerine ve dillerine göre Türk milletidir. Tanınmış Doğu bilimcisi Baskartov kendi klasifikasyasına göre Gagavuz dilini Güneybatı Oğuz dil grubun Oğuz-Bulgar kolu altında bulunuyor. 20. asırın başlangıcında Bulgar araştırıcısı Dmitrov yayınlanmış bilim yazılarına analiz yapıp Gagavuzların etnogenezisine ilgili 19 çeşitli varsayım bulunuyor. 1967 yılda Rusya'daki bilim adamı Guboglu gene Gagavuzların etnogenezisine döner ve 21 varsayım bulunuyor. O yazıyor. Gagavuzların kökeni üzerine çok çeşitli hipotezler var. Türkleştirilmiş Hristiyanlar veya Hristiyanlaştırılmış Türkler, Türk dilini kabul eden Bulgarlar ve daha başka. Türkiye'de Selçuk teorisi yaygındır. Ona göre Gagavuzlar 13. yüzyılda Sultan Keykavus'un önderliğinde Dobruca'ya göçürülen küçük Azya Türklerin torunlarıdır. Ve onlar Rus göçlerinden gelen kumanlardan Polovçalarla beraber Dobruca'da Oğuz devletini, Rus devleti temellemişler. Çağdaş zamanda Rus, Moldovan ve Rus araştırıcıları Gagavuzların bağımsız bir halk olarak 10. yüzyıldan itibaren Balkanlardan yerleşen Kuzey Türk boylarının geçenek Rus, Poloves soylarından oluştuğunu kabul ediyorlar. Oğuzlar kaynaklarda çeşitli adlarla biliniyorlar. Türk Oğuzlar veya Türk Oğuzlar gibi onlara Rus vatanlarında Karakolluklar da olarak denilmiş. Burada özellikle belirtmeliyiz ki çağdaş Gagavuzların etnogenezisine Bulgar elemanı da katılmış. Burada söz gidiyor Türk Bulgarlar için. Bunlar ta 7. asırda Asparuh'un önderliğinde Balkanlara göç etmişler. Sonra günümüz Bulgar araştırıcıları onlara Proto-Bulgar veya Asparuh Bulgarları demişler. Evvelki zamanlarda Türk Bulgarlara bilir denildiğini yazılı çalışmalarında görüyoruz. Elbette ki burada daha kısadan söyleyeyim, biz analiz yaptığında o kültür mirasını neler katıldı Asparuh Bulgarların, Türk Bulgarların daha çoğunluğu bizim Gagavuzların sorularına katıldı ve daha çağdaş zamandaki Bulgarların. O yüzden biz Gagavuzlar var nasıl diyelim ki biz Asparuh Gagavuzları. Onun üzere burada görürsen bizim soyumuz oluştu uzun zamanlarda 14 asırdan çok ve geniş topraklarda Güneydoğu Avrupa'da. Земли Черноморья с Балканами. Многие народы, мигрировавшие с востока на запад, на протяжении столетий проходили через территорию современной Молдовы и прилегающие к ней соседние области. В своем пути часть из них оседала на этих землях, а другая двигалась дальше, на Балканский полуостров. Поэтому население этого региона издревле носит этнически смешанный облик. Еще с момента образования Молдавского княжества в 1359 году на этой территории проживали народы разных национальностей. Об этом в своем труде «Описание Молдовы» пишет Дмитрий Кантемир и говорит о многонациональном составе Молдавии, где проживают молдаване, украинцы, русские, греки, болгары. То есть здесь имеется в виду тюрки, булгары, евреи и другие этносы. Ранняя этническая история Гагауза и их расселения в Буджаке связана с миграционными процессами, протекавшими в тот период времени, когда их предки переселялись из Средней Азии в Юго-Восточную Европу через степи Северного Причерноморья. А в XVIII веке и даже раньше гагаузы, уже как сформировавшийся этнос, переселились с Балкан обратно, часть из них, в Южную Бессарабию, Буджак, и заселились среди местных гагаузов, молдаван и других этносов. В современный период большая часть гагаузов мира сосредоточена на своей этнической территории в бывшем Буджаке, в южной части Бессарабии.
В настоящее время эта историческая территория Буджак разделена и находится в пределах Республики Молдова и прилегающих к ней районах Одесской области Украины. Гагаузы также дисперсно проживают и в других странах Юго-Восточной Европы. Это Греция, Болгария, Румыния, а также Российской Федерации, Запорожской и Одесской области Украины, Крыму и на Северном Кавказе, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, в селениях Моздок, Малгобек, Сухотская, Нальчик, Казахстане, США, Канаде и других странах. Такая обширная география их расселения в современный период произошла благодаря стремительным миграционным процессам, которые охватило все народы мира. Говоря же об этнической истории гагаузов в средневековый период, перед нами прежде всего встают такие исторические территории, как Средняя Азия, Низовье, Лихий Архон, Средняя Волга, Буджак, Добруджа, Македония, Фракия, где расселялись их предки. Есть вероятность, что часть предков гагаузов в средневековый период была расселена историческая территория Анатолии. В современный период находится в составе Республики Турция. Вопросы ранней этнической истории гагаузского народа и его этногенеза взаимозависимы, поэтому их исследуем комплексно. Значит, я, чтобы тут не повторялось, потому что, значит, этническую историю и исторический путь гагаузского народа условно подразделила на добалканский, балканский, бессарабский, буджакский периоды. И здесь раскрываю, какие эти периоды, сколько этапов и что происходит. Так, балканский период, значит, подразделили на 3 этапа. Первый этап охватывает 7-11 века, когда предки гагаузов переселились на Балканы. И он характеризуется тем, что является слиянием августских элементов с половецким, печенежским, тюрко-булгарскими и другими этническими компонентами. Этот этап является первым этапом формирования гагаузского этноса. Второй этап балканского периода этнической истории гагаузского народа охватывает 12-14 века и характеризуется объединением тюркских племен, созданием государственности и складыванием основных форм культуры гагаузов материально и духовно. Третий этап приходится на 15-18 века и характеризуется консолидацией гагаузского этноса, формированием гагаузской народности. И следующий у меня бессарабско-буджакский, то есть уже показываю этот период, и не буду сейчас на этом останавливаться. Значит, подводя итог вышесказанного, следует отметить, что процесс формирования гагаузского этноса был сложным и длительным. Он включал в себя более 14 столетий и происходил на обширной исторической территории. Одновременно шел процесс формирования не только гагаузского этноса на Балканах, но и его субэтносов на Балканах и Буджаке. После падения Византийской империи образовывается, вернее, Османской империи, образовывается множество новых государств, устанавливаются границы, в силу чего свободное передвижение гагаузов на территориях, ранее входившей в состав Византийской, а затем Османской империи, становится затруднительным. Это послужило причиной, вследствие чего в дальнейшем гагаузы стали испытывать определенную этническую двойственность. И данная проблема требует дальнейшего исследования. После распада СССР в этническом развитии гагауза прослеживаются те же процессы, подобные тем, которые имели место после распада Османской империи. Значит, я хочу сказать, что очень много документов было утеряно в силу пожаров, где-то сгорели. И вот в 2007 году мне довелось, посчастливилось, можно сказать, что я возглавила научную экспедицию в Османские архивы Турции. Это впервые в истории Молдовы, если взять Советский Союз, может быть, мы были группу, которую я возглавляла, экспедицию, 3-й и 4-й, которые попали в Османские архивы Республики Турция. И вот на протяжении 7,5 месяцев проводила научные исследования, привезла много документов, но это все произошло благодаря
турецкой стороны прежде всего, потому что если бы они не открыли архивы, нам бы не помогли, мы бы не смогли справиться с поставленной задачей. И вот я привезла в этой книге второе дополненное издание «Путь к себе. Аспекты истории, культуры, демографии и этнографии этногенеза гагаузов». В 2009 году вышла и сюда включила пока только 2 османских документа, касающихся истории гагаузов и народов, которые проживали в Буджаке и в настоящее время проживают. И вот здесь прежде всего Мюзик-Алеси. Это нынешний город Очаков Украины, и это нас интересует, и я по музею лету Мюзик-Алеси много документов привезла. И это первые османские документы, переведенные специалистами Молдовы с османского на русский язык. Потом, то есть иное. Другой документ. Этот Мюзик-Алеси, он относится, значит, к 1738 году составлен документ. Следующий документ – письмо, направленное крымскому хану Селим Гирею, центральным властям Османской империи, датировано в 1694 году. И в этом документе говорится о том, что между Буджаком и рекой Прут, прудных рек, проживают нагайцы и другие татарские объединения. И, значит, и о том, что из-за дисперсности выявлено центральными властями, что из Багдадского воеводства переселяются православные христиане, селятся среди татарского населения и не могут у них собрать чизе, то есть налоги, и чтобы организовать его. И я вот в своих научных исследованиях вижу, что это так называемое татарское объединение, это были тюркские, в нашем понятии современном, тюркские объединения, и возможно, что это были именно остатки тех аспаруховых булгар, либо тюркские объединения, которые переселялись еще в 9-10 веках, то есть наши предки. И в этом отношении этот документ, безусловно, является очень ценным, потому что очень много споров идет, и вот с османский документ тоже. И в конце хочу подытожить свое выступление и сказать, что гагаузы являются живым памятником той древней культуры, они сохранили до настоящих дней. И исследования показали, что гагаузы и их предки с древних времен были заселены исторических территорий Буджак, Долбича, Македония, Фракия, Юго-Восточной Европе и приняли христианство поэтапно, начиная с 3-4 веков и более ранние периоды, возможно. Почему я говорю? Потому что, находясь в экспедиции в Турции, в Стамбуле, нашли гагаузские захоронения прямо возле Византийской стены. И были конференции, и там также выступила там, и они уже... Если есть какие-то вопросы, можете задать. Я вас ударила, Валерий. Здесь. Hanımefendiye konuşmasından dolayı çok teşekkür ederiz. Tabii ki Gagavuz Yeri Özet Bölgesi'ni hepimiz tanımak isteriz. Ancak önemli bilgiler vardır. Mesela 1992 senesinden okunmuş olsa 94 oraya kadar. Gagavuz Özet Bölgesi. 94 senesinde 194 bin Gagavuz Türk'ü olarak bir cumhuriyet kurmuşlar. Özet bölge kurmuşlar. Bunların mutlaka kendilerine ait kültürleri vardır, Gagavuz halkının dilleri vardır, dinleri vardır, urf adetleri vardır. Ben önemli bir bilgi sizlere aktarmak isterim. Благодарна Ольге Константиновне за предоставленную информацию. 94, 154 bin. Но в 1994 году была принята автономия гагаузская, и мы хотим вам предоставить некоторую информацию.
Bugün Cumhurbaşkanları vardır. Cumhurbaşkanının 3 başkan yardımcısı vardır. Özel bölge başkanı. Сегодня имеется лидер автономии, которого мы называем Башканом. У него есть 3 помощника. Kendilerine ait bir meclisleri vardır. Türk topluluşu diyorlar, halk topluluşu. Имеется свой парламент под названием Народное собрание, Onların sayısı 35 milletvekili var içinde. в котором участвует 35 депутатов. Halk topluluşun başkanının 2 yardımcısı vardır. Лидер Народного собрания, у него есть 2 помощника. Bir bakanlar kurulu vardır. Kabineleri vardır. 9 bakanları vardır. Есть кабинет министров, есть 9 министров. 3 vilayetten mütekevvindir. Состоит из 3 районов Başkentleri Komrat'tır. и столица Комрат. Yani bu önemli bilgiler. Tabii ki vilayetlere ait köyler vardır. O köylerde en büyük köylerden birisi bugün Kongaz'dır. Yarın Kıpçak'ta olacak, Kıpçak Çadır'a bağlı en büyük köylerden birisinin 10.000 nüfusu vardır. Конечно же, есть связанные с райцентрами села. Мы сегодня находимся в самом большом селе Гагаузии, это Кангаз, а завтра будем находиться в самом большом селе Чадырновского района, это Копчак. Ben bu bilgileri bir haftadan beri buradayım. Kendim elde ettim bu bilgileri. Temin ederim sizler de araştırıp Gagavuz arkadaşlarımızla konuşup bu bilgileri elde edeceksiniz ki Gagavuz'da yerinde ne var ne yok, kimdiler kim değildir. Всю эту информацию я сам узнал, и я уверен, я надеюсь, что вы сами тоже, общаясь с местным населением, с гагаузами, сможете узнать подробнее про Гагаузию и про гагаузов. Ben şahsen çok merak ediyorum Gagavuz yerini. Neden sorarsanız, çünkü bizim Irak'ta, Kerkük'te gerçekten de Hristiyan Türkmenler vardır. Kerkük. Bir vilayet. Мне очень интересен народ гагаузский, так как у нас на Северном Ираке, в Керкуке, тоже проживают тюркмены-христиане. Onlar Kerkük'ün kalesinde yaşayan insanlardır. Они проживают в крепости района Керкук. Kerkük'ün bir görüntüsünde Kerkük Kalesi'dir. İçinde 300.000 Türkmen vardır. Birçok orada Hristiyan Türkmenler yaşamaktadır. В этой крепости проживает около 300 тысяч тюркменов, и там также есть тюркмены-христиане. Ben bu açıdan çok merak ettim Gagavuz yerini. Вот из-за этого мне очень интересен гагаузский народ и Гагаузия. O yüzden temenni ederim ben, tavsiye ederim her arkadaşımız Gagavuz'la mevkileri içinde kaynaşsın. Özellikle de ailelerle yaşayan insanlarımız kültürlerinden, folklorundan, örf adetlerinden sorsunlar, bilgi edilsin. Я искренне желаю, чтобы вы, люди, которые остаетесь у копчакцев, разузнали побольше о гагаузов и про Гагаузию, про их традиции и жизнь. İnşallah dönüşte herkes kendi kafasında bazı bilgiler elde eder. Gagavuz'la ilgili bir bilgi birikimi halinde içerisinde. Дай Бог, при возвращении к себе на родину вы уже будете знать больше о гагаузах и их традициях. Evet, divanımıza katılan bir değerli arkadaşımız vardır.